хочу рассказать вам одну, в общем-то, банальную историю, которая произошла со мной в студенческие годы. Тогда я никак не могла постигнуть один из основных законов диалектики – закон отрицания отрицания. На счастье, мой преподаватель по философии оказался очень терпеливым человеком и посвятил мне бесконечно много личного времени, объясняя ускользающую суть этого закона. И, конечно, на следующий день на экзамене по философии мне попался билет именно с этим вопросом. Тогда я еще не осознавала до конца, что сама жизнь – бесконечный экзамен, бесконечный поиск ускользающей истины, отрицания отрицания. Наша программа «Отрицание отрицания» будет состоять из рубрик очень разных авторов. И мы все вместе попытаемся осмыслить и переосмыслить уже достигнутые истины, попробуем сделать еще один шаг к познанию нашего мира и самих себя. Конец августа 1971 года. Праздничное мероприятие по случаю 50-й годовщины со дня принятия Президиум ЦИК постановления об образовании автономной области Коми. Декларация вышла за подписью всесоюзного старосты Калинина, а решающее слово о том, что автономию следует создавать в форме области, осталось за руководителем наркомнатца Сталиным. Но первый никогда не был вождем, а культ второго был разоблачен на 20-м съезде Коммунистической партии. И потому все цветы Ленину, единственному из мертвецов, который сейчас живее всех живых. Конец августа 1996 года. Та же площадь и тот же праздник. 75-я годовщина со дня издания декрета. Правда, другая музыка и другие лица, но Ленин с нами. Ему салют, ему цветы. Конец августа 91-го. 70-летие Коми автономии. Все та же площадь, тот же памятник. Но вместо праздничных мероприятий митинг демократической общественности Сыктывкара. Митинг протеста против неконституционного захвата власти членами ГКЧП. Да, большинство из собравшихся здесь против ленинских методов решения вопроса о власти. Они за закон, они за демократическую Россию, за государственный суверенитет Коми. Однако не стоит заблуждаться. Правосознание большинства на этой площади не отражает правосознание абсолютного большинства. Скажите, пожалуйста, вы слышали сегодня указ вице-президента СССР и обращение к советскому народу, так называемое правительство? Ваши отношения? В принципе, так и есть, как сегодня говорили. То есть вы полностью согласны с обращением? Согласны, да. Ну, я считаю, что это просто вынужденная необходимость. Вы не считаете это переворотом? Нет, это вынужденная необходимость, потому что в тупик экономика дальше так не может продолжаться. Давно пора. Давно пора, да? А именно что? Беспорядок в стране. Порядок надо наводить. Как вы относитесь к отстранению Горбачева от власти? Мне кажется, он мягковат был. Надо с нашим народом немножко пожестче. Ну как относимся? Нормально относимся. То есть все в порядке? Да, все в порядке. Вы слышали, что сегодня произошло в стране? Нет, я только с дачи пришел, я не... Мое отношение, конечно, я не знаю, пусть это будет хоть как, лишь бы у нас в стране все было хорошо. Вам не кажется, что это переворот? Ну, кажется. Лишь бы привело нас к этому к лучшему. Это был шок. Из более чем 20 опрошенных методом слепой выборки прохожих только 4 дали негативную оценку факту неконституционного государственного переворота.
И примерно в то же время, когда мы брали эти интервью на коммунистической улице Сыктывкара, из главного здания на главной площади столицы республики в адрес руководителей районов и городов ушла телеграмма следующего содержания. В связи с образованием Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП СССР, строго руководствуясь Конституцией и законами СССР, постановлениями ГКЧП, не допускать распространения провокационных слухов, действий, провоцирующих нарушение порядка и спокойствия граждан, обеспечить нормальное функционирование предприятий и организаций, законность и правопорядок. Заместитель председателя Верховного Совета Коми СССР Рогов, заместитель председателя Верховного Совета Министров Коми СССР Бибиков. Заместитель председателя Верховного Совета Коми СССР, высшего законодательного органа республики, пренебрег провозглашенным в Конституции верховенством закона. Декларация о государственном суверенитете республики, принятая в августе 1990 года, пренебрег всей этой, по ленинскому выражению, интеллигентской болтовней, как только услышал привычный окрик из столицы. Указы ГКЧП, так же как тот декрет 1921 года об образовании автономной области Коми, требовали одного – слепого подчинения силе. И в растерянности молчал Президиум Верховного Совета Республики, и народные депутаты собрались на свою чрезвычайную сессию только 24 августа, тогда, когда самое страшное было уже позади. Хочу заверить вас, уважаемые народные депутаты, что я самым категорическим образом отрицаю и осуждаю все антиконституционные действия, тем более насильственный захват власти. Именно эта приверженность конституционным действиям и послужила причиной принятия такого решения, к сожалению, оказавшееся впоследствии антиконституционным. Нас завели в глубокий темный лес, в Парму, или там еще, Парма-светлый лес, по-моему. А какое-то болото какое-то может быть даже. И вот мы не знаем, где, куда идти, и нам это не говорят. Сверху не говорят, и сами мы еще, сказать, не ориентируемся. Не знаю, заблудились просто. Я не знаю, если кто-то не заблудился, пусть поднимет руку. Если кто-то, может быть, такие есть. Что в таких случаях делает, сказать, заблудившийся? Ну, я в лесу бываю довольно часто. Рекомендуется обычно лечь на землю и полежать. Ну, или поспать, или что-то еще лучше всего, может быть, так. Расслабиться пока же. Потом решение как-то находится. Мы сейчас вот на перерыве, значит, гуляли здесь вот по скверу немножко. Очень хорошо сказала одна женщина. Если бы, говорит, вас все, да на картошку, сколько было бы выкопано картошки, уважаемые товарищи? С тех пор прошло целых 5 лет. Теперь мы имеем всенародно принятую Конституцию и всенародно избранного президента. Но есть большая вероятность того, что случится завтра попытка государственного переворота, и большинство населения республики Сыктывкара примут его точно так же, как в августе 91-го. Можно принять гражданский кодекс и не иметь гражданского общества. Можно научиться писать и принимать хорошие законы, но не уметь выполнять, а тем более защищать их. Вот посмотрите, пожалуйста, на площадь и представьте себе, вот представьте серьезно, фантазируйте, что памятника Ленину нет. Представили? Представила. И что, как, лучше, хуже? Что получается? Хуже как-то. Площадь пустее будет выглядеть. Все-таки это Ленин. С очень давних языческих времен у коми народа существует замечательная традиция, которая предписывает, чтобы при первой встрече и знакомстве, особенно в торжественных случаях, человек представился своим полным родовым именем, которое называется ордним. Этот ордним образуется у человека путем перечисления имен его предков, начиная с самого древнего, которого помнят еще в этом роду, потом называет имя его сына, внука, правнука и так далее, и в самую последнюю очередь уже человек называет свое собственное имя. Так вот, соблюдая эту традицию, я хотел бы представиться вам, уважаемые телезрители,
как настоящий коми-зырянин, тоже своим родовым именем, которое звучит так. Ваш чудь Игнат, Ежва Игнат, Ваш, Пан, Пьепан, Иван, Подь, Треш, Онищен, Миколай, Митрей, Миш. Таким образом, получается, мой орден из перечисления моих предков по нисходящей до 12 колена. У меня есть знакомые, у которых родовые имя еще гораздо более длинные. К сожалению, в настоящее время наблюдается постепенное забвение этой замечательной традиции, и родовые имена у зырян становятся еще более короткими. Хотя в деревнях еще можно услышать шутливую поговорку. Настоящий коми-зырянин, как столбовой дворянин, свою родословную обязан знать минимум до 7 колена. Спрашивается, почему до 7, а не до 5 или, скажем, не до 10? Ответ на этот вопрос следует искать в древнеязыческом мировоззрении наших предков. Дело в том, что по языческим верованиям наших предков число 7 считалось священным. Это было обусловлено их мировоззрением. Они считали, что боги устроили этот мир, космос, обустроенный наш мир, из 7 частей. 3 части по вертикали, верхние, средние и нижние миры, и 4 части по горизонтали, по сторонам света. И считалось, что каждая часть этого обустроенного мира является владением одного из верховных божеств. Таким образом, получается, частей мира 7 и верховных божеств тоже 7. Отсюда священное число 7 во всех древних языческих религиях. Но была и другая причина, чтобы помнить имена до 7 колена, чтобы не было имбридинга, как говорится, близкородственных связей, брачных связей между людьми. Но главная причина возникновения традиции употребления родовых имен у коми связана с их верованиями. Они считали, что бессмертные души покойных предков помогают живым до тех пор, пока помнят имена этих предков, обращаются к ним с молитвами и относятся почтительно. То есть культивируют. Дело в том, что латинское слово «культ» и «культура», они от одного корня, и они означают чтить, почитать, возделывать, культивировать. И раньше считали, что культурным человеком мог быть только тот, который действительно почитает своих родителей. Думается, что такие замечательные древние традиции, как почитание предков, заслуживают того, чтобы их не только изучать, но и возрождать. С этой связи 1,5 года тому назад у нас было в Коми создано Коми-генеалогическое общество Ортпу, что означает дословно «родословное древо». За эти 1,5 года члены нашего общества проделали уже очень большую работу. Было опубликовано несколько десятков статей родословных, подготовлен к выпуску сборник краеведческих работ членов нашего общества «Корни и ветви» называется. В этом сборнике имеется замечательная работа одного из очень активных, самых активных организаторов и членов нашего общества Анны Георгиевны Малыхиной. Сегодня Анна Георгиевна – гость нашей передачи. Мое имя можно назвать Иван, Лева, Иван, Егор, Анна. Это получается уже в 7 колене, значит, я родилась урожденная Игнатова. Мой отец был с Уснема, и все его предки по его линии, все уснемские. Это я выявила уже, занимаясь в архиве. Примерно с 1700 года, значит, они уже жили в этом селе, возможно, и раньше. Просто эти сведения я пока еще не нашла. Анна Георгиевна, получается, что вы мне вроде бы сестра. Может быть, в 8, может быть, 10 колене, так как вы из Игнатрода. Но почему вы занялись исследованием все-таки не своей родословной по отцовской линии, а именно Куратова? О том, что мои предки из рода Куратовых, я тоже, в общем-то,
обнаружила совсем не так давно. Ну, как недавно, уже лет 10 назад, когда уже я конкретно начала заниматься более серьезно своей родословной. А до этого моя мама, она урожденная Попова, часто мне рассказывала о своих предках. То есть, что дедушка мой был с Кибры, а прадед тоже был священником в Кибрской Спасской церкви. И в дальнейшем это меня натолкнуло на мысль, ну, раз они из Кибры и связаны были священниками, значит, они должны были знать родственников Куратова, уже если не родственники сами были, так хотя бы знать, что они там жили. И действительно оказалось, что моя родная прабабушка была из рода Куратовых. Она была родная сестра Ивану Алексеевичу Куратову. Она вышла замуж за Попова Константина Васильевича. И с этого времени пошел вот наш совместный род, то есть мои непосредственные предки вот с этого рода. На этой схеме вот как раз они изображены. У Антонины Алексеевны Куратовой, вот моей прапрабабушки, было 6 детей. Один из них, Михаил Константинович Попов, я уже отмечала, он был в Киберской Спасской церкви священником, а до него в Киберской же Спасской церкви служил священником его же родственник Василий Георгиевич Попов. У него был сын Дмитрий, но Дмитрий уже не носил фамилию Поповых, а он был переименован в Спасского. И, кстати, в метрическом свидетельстве Ивана Алексеевича Куратова отмечено, что при крещении присутствовал дьячок Дмитрий Спасский. То есть как раз он являлся и родственником в то же время, и священника этой Киберской Спасской церкви, а впоследствии в родственной связи оказался уже непосредственно, так как его двоюродный брат Константин Васильевич Попов женился на Антонине Алексеевне Куратовой. Это мне уже еще бабушка перед своей, как бы сказать, смертью как-то разоткровенничалась и рассказала вот эту историю, как они поженились с дедушкой. Бабушка говорила, что ее мать была урожденная Куратова. И это тоже очень интересная история, потому что тут куратовская как бы линия у меня пересеклась и со стороны деда, и со стороны бабушки. И бабушкина мама Анна, в честь нее, кстати, бабушка меня и назвала, она была, оказывается, дочерью двоюродного брата Ивана Алексеевича Куратова. Это более дальнее родство, но все же тоже самые общие корни, оказывается, выходят у моей бабушки и у моего дедушки. Вот Пантелеймон Куратов, их общий предок был. Сохранился большой семейный альбом моей бабушки. В нем собраны большое количество фотографий. Но я хочу просто остановиться на одном из представителей нашего рода. Это родном брате моего дедушки Иване Михайловиче Попове. Дело в том, что, на мой взгляд, он внес не только значительный вклад в историю нашего рода, но и, я думаю, что в историю нашего Коми-края. Он окончил 3 высших учебных заведения еще до революции. Харьковский университет, а затем Горный институт в Санкт-Петербурге. Окончил одним из лучших учеников, то есть его наградили золотой медалью. А затем он приехал в Коми-край и в 1924 году возглавил краеведческий журнал «Коми-му». Был редактором этого журнала в течение 1,5 лет. В 1936 году Иван Михайлович Попов был арестован и после этого уже не вернулся на родину. Результаты изучения родословных для наглядности изображаются обычно в форме ветвистого дерева, одиноко растущего на чистом поле. Однако образ этот по существу не совсем удачный. Родословная каждого человека более похожа на заросли лианы в тропическом лесу, где корни и ветви деревьев густо переплетаются между собой. Исследование Анны Георгиевны Малыхиной наглядно подтверждает эту мысль. Ее родословное древо выглядит как кружево из причудливого переплетения ветвей, множества родов,
Скуратовых и Спасских, Поповых и Игнатовых, Бронниковых и Фивейских, Майбуровых и Клочковых, и бог знает еще каких фамилий, если копнуть поглубже и пошире. Примечательно, что даже глава республики Коми, Юрий Алексеевич Спиридонов, как выясняется, находится в родственных связях с Куратовыми через свою супругу Галину Ивановну, внучку священника Дмитрия Спасского, расстрелянного большевиками в годы Гражданской войны. Воистину, в роду каждого из нас можно обнаружить смешение кровей различных родов и народов, и ни у кого из нас не имеется серьезных оснований претендовать на национальную особенность и исключительность. Этот странный мутант залетел в Россию из Византии вместе с приданым царевны Софьи Палеолог в 1472 году. Высокородная греческая принцесса собиралась замуж за русского царя Ивана III. Украсив птицей трон, государь, недолго думая, окончательно избавился от 237-летнего татаро-монгольского ига, а заодно и от новгородской вольницы во главе с Марфой Посадницей, тем самым показав, что в период смены гербов и прочих партийных документов женщинам в политике ловить нечего. В оные времена орел был еще неказист, кроме корон никакими регалиями не обладал и вел себя очень скромненько, смирненько, крыльями не трепыхал и конкурировать с Георгием Победоносцем, исконным московским гербом, даже не пытался. Но более чем за век адаптировался и решил полетать. Подбил его на это в смутном 1605 году уже Дмитрий I. Хоть и самозванец, одаренный был государь, даже достаточно либеральный для того, чтобы провести реабилитацию опальных бояр, в том числе и Романовых, но, увы, погиб по причине космополитизма и легкомыслия. А при Лжедмитрии II в 1609 году крылья уже опустились. Да, и то сказать, не того размаха был деятель, не того. Но с восшествием на престол законных государей орел крылья расправил, дабы самозванцу и проходимцу не уподобляться. И находился орел на взлетной полосе до царствования Алексея Михайловича. Добрейшей души был человек, не зря был прозван Тишайшим, однако же счел нужным крылья орлу подрубить. Некогда было орнитологией заниматься, войны с Польшей за Украину, дома мятежи по причине денежных реформ и прочих финансовых неудовольствий. Вообще же представители радикальной оппозиции, вроде Стеньки Разина или протопопа Аввакума, как-то отвлекают от геральдических изысканий. Но и в этой позе орел не засиделся. Петр Великий прорубил окно в Европу, завел импортные кафтаны, остриг бороды, а стрельцам так вместе с головами,
загубил сына и издал указ о престолонаследии. И когда тотальное пьянство на Руси усугубилось табакокурением, орел вновь взмахнул крылами. 100 с лишним лет прожил орел с поднятыми крыльями, и еще бы пожил, если бы не Николай I. Известны последние слова Николая Павловича, адресованные наследнику. «Мне хотелось оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе». И впрямь расправить крылья повода как-то не нашлось. Военный мятеж декабристов, войны с Турцией, Персией, на Балканах, провал Крымской кампании. Однако же нашлось время издать указ о пенсиях за государственную службу, выплата коих не задерживалась до самого недавнего времени. Но Александр II, царь-освободитель, высочайшим манифестом отменил крепостное право, телесные наказания и клеймение преступников, ввел гласный суд и всеобщую воинскую повинность, не обошел и орла высочайшей милостью и вниманием, и опять поднял таки крылья многострадальная птица, чем и вызвал бурное негодование бомбометателей. Так, с распростертыми объятиями, он и встретил февраль 1917 года. Правда, в порядке партийной дисциплины он был вынужден отказаться от регалий, снять короны, пригладить перья, постричь хвост и опустить крылья. Предполагалось также, что он останется на прежней должности, имея в левой лапе серп, а в правой молот, но провидение судило иначе. И долгое время считалось, что русский орел канул в лету, где и сгинул. И хотя после 17-го года муза История Клио вышла на пенсию и стала простой домохозяйкой, она сохранила прежнюю привязанность к разного рода совпадениям, вариантам и перекличкам, порой весьма показательным. Некий загадочный параллелизм имен личных просматривается. Гербовая печать царя Бориса Годунова. Какого Бориса царя? Монетка ныне здравствующего руководителя. Вот и рассуждайте теперь о бесплодности символизма. Однако же вернемся к хронологической последовательности. Как в лету канул в 17-м, так из лета 91-го выплыл. И началось. Ушли в подполье марксистские кружки. Зато белогвардейское движение вышло на эстраду. А тут и смутное время со сменой правящих династий. Ну и, само собой, дельное княжество. У Клео все-таки осталось чувство юмора. Черного. Об этом нужно помнить и быть готовым всегда. Тем более это чревато, когда правая голова не ведает, что творит левая. Ошибусь, или, может быть, ошибусь не очень, если скажу, что каждый из нас хоть раз в жизни допытался что-нибудь коллекционировать. Может быть, это произошло в детстве, когда мы все там увлекались сбором артистов, открыток киноартистов, вкладышей от жевательных резинок или машинок. Может быть, это произошло уже в взрослом и даже в зрелом возрасте. Так или иначе, страсть к коллекционированию посещает любого человека вне зависимости от его возраста, рода занятий и даже желания. Скажем, английский король Георг VI
увлекался коллекционированием чайников и за всю свою жизнь собрал их, по-моему, около 1000. А Илья Эренбург собирал курительные трубки и тоже собрал довольно солидную коллекцию. Казалось бы, это увлечение должно быть больше под стать Жоржу Сименону, если вспомнить его знаменитого героя с трубкой, комиссара Мегре. Но знаменитый писатель собирал справочники, телефонные справочники разных городов мира. Можно еще вспомнить один пример. Мюнхенский предприниматель Георг Фрей собрал самую большую в мире частную коллекцию жуков, около 2 миллионов. В поисках своих любимцев он пускался в 36 экспедиций и не скупился на средства, чтобы выкупить своих любимцев у других собирателей. К чему я все это говорю? В моей авторской рубрике «Домашний музей» я хотела бы рассказать телезрителям о коллекционерах нашей республики, Республики Коми. Уверяю вас, они ничуть не уступают маститым и более знаменитым коллекционерам всех стран мира. Многие наши коллекционеры незаслуженно пребывают в тени, и, к сожалению, пока мало кто знает, какие удивительные сокровища собраны их усилиями. Практически всю свою жизнь сыктывкарец Леон Рохин был неравнодушен к судомоделированию. Интерес этот вылился в вполне конкретное занятие. Вечерами, в свободное время, он создает модели старинных многомачтовых кораблей. Именно старинных, потому что модели современных судов не вызывают у мастера особого интереса. Современные суда, конечно, я видел, и даже иногда плавал. Что их делать? Железо, а дерево материал теплый. Бросишь в воду, оно плывет. Так же, как и плот, как любая деревяшка. А железо потонет. Ориентироваться приходится на литературу, которая издается, на открытки, на значки, на марки, на книги. Вот, например, есть хорошая книга, недавно вышла, вот она, на монетах. Между прочим, советская монета тут есть с Авророй. Больше нету монет с кораблями. А в других странах корабельная тематика, она очень широко распространена, и этих тут кораблей очень много. Всех стран, всех народов. Также и с марками происходит. Даже такая страна, как Афганистан, она тоже корабельную тематику в марках дает. Посмотришь на марку, видно, как делать. Неужели прямо по марке можно чертеж составить? Делать, да. Марка, она тоже дает в миниатюре вот это внешний облик корабля, а уже внутреннее устройство, это ты уж должен сам знать. По мере изготовления моделей накапливается опыт. Да и смотришь на простые корабли, на лодки, там, на баржи, там то же самое. У вас, видимо, очень богатый опыт в судомоделировании. Я бы не сказал, что богатый, но так между делами и занимаешься этими кораблями. Ближе к воде. Ведь все начиналось с лужи, которая была во дворе. Самый удобный материал для поделок тогда был кора. От дерева отколупнешь кору, построгаешь, поставишь мачту, наденешь листик бумажки, и плавает он по луже, и достаточно для воображения куда-нибудь уплыть. А вот когда подрастет человек, лужи уже становится маловато, тогда приходится выходить на берег Сысолы. Там уже воды побольше. Там понадобится совсем другой корабль по сравнению с лужей. Поэтому приходится и делать кое-что покрупнее. Недалеко мы ушли от первобытного человека со своим любопытством, поэтому в молодости, когда приходилось путешествовать, самим приходилось делать вот эти плоты. Трудностей там никаких нет. По реке идет сплав, бревен много. Сгонишь несколько бревен, свяжешь веревкой, погрузишься на них и плывешь, куда тебе надо. Но, видишь, это хотелось бы что-нибудь такое сделать для преодоления водного препятствия свое. Так вот, был момент, когда вот на 3 палках делал такой шароплав и выплывал на реку. Очень было интересно со стороны, может, другим смотреть, и даже спасателям, которые выгоняли с реки, потому что занимал судовой ход, привлекая любопытство. Вот теперь можно дальше посмотреть, к чему приводит любовь к воде. Ну, став взрослее, конечно, я там завел вот такого типа вельбот, чтобы удовлетворять свое вот это любопытство и стремление как-то
не расторгать связь человека с водой. Этот вельбот, он тоже сослужил хорошую службу, пока промышленность не стала выпускать более легкие современные суда, такие как «Казанка» с подвесным мотором. И иметь свой собственный корабль на воде, это довольно стало обременительно. Поэтому пришлось перейти на более такой легкий вид транспорта, который можно было бы унести с воды. А это надувная лодка. А когда дома сидишь и делаешь эти модели, можно и в уме поплавать. Нынешнее собрание Леона Афанасьевича Рохина насчитывает около 20 моделей, хотя на самом деле их было изготовлено, конечно же, гораздо больше. Просто довольно часто Леон Афанасьевич дарит свои корабли друзьям и знакомым, и, видимо, поэтому строгого счета своей коллекции не ведет. Но даже потому, что хранится сейчас в квартире мастера, можно проследить историю судомоделирования с древнейших времен до славных страниц рождения российского флота. По логике вещей, открывать эту коллекцию должен бы Ноев ковчег, как самое древнее судно со времен Адама и Евы, но поскольку таковой еще не изготовлен, его вполне достойно заменяет модель плота, на котором знаменитый путешественник Тур Хейердал отправился в плавание по экваториальному течению Тихого океана. Если же следовать исторической хронологии, то древнейшими из известных нам кораблей надо признать египетские грибные суды. В коллекции Леона Афанасьевича красуются целых две модели египетских кораблей. Оригинал одной из них существовал аж в IV тысячелетии до нашей эры. Время изготовления другого датируется вторым тысячелетием тоже до нашей эры. Достойными продолжателями египтян в развитии парусного кораблестроения стали древние греки. Естественно, у Леона Рохина есть образцы греческого судомоделирования. Правда, сейчас дома осталась лишь одна модель торгового греческого судна, а греческий военный корабль подарен кому-то из друзей на день рождения. Эпоха Средневековья представлена в коллекции макетом корабля Ганзейского союза городов. О времени великих географических открытий дает представление каравелла, один из 3 кораблей, на которых команда Колумба доплыла до Америки. О своеобразии азиатских кораблей можно судить по нескольким вариантам джонок. За довольно длительный исторический период это плоскодонное парусно-весельное судно у народов Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока мало в чем изменилось. По-прежнему на мачтах джонок очень много рей, чтобы паруса, изготовленные из непрочных циновок, не рвались слишком быстро. Самый же многочисленный отряд кораблей в коллекции Леона Афанасьевича составляет русские и российские, начиная от древнерусских лодий, поморских кочей и заканчивая кораблями Петровской эпохи. Российский флот, 300-летие которого отмечается нынешним летом, имел свою славную предысторию. В летописях содержатся сведения о длительных морских походах славян на легких и при этом достаточно мореходных суденышках, лодиях. На этих изделиях славяне достигали не только столицы Византии, Константинополя, но и плавали далеко за пределы Черного моря, появляясь в Средиземном море у берегов Италии, Испании и Северной Африки. Наши предки вели активную морскую торговлю со многими государствами и городами, в том числе и на севере, где новгородцы и поморы проникали в самые отдаленные районы Северного Ледовитого океана. Путешествия вплоть до берегов Камчатки и Курильских островов совершались на небольших деревянных суденышках, кочах. Леон Рохин смастерил несколько таких кочей. Вершиной судомодельного мастерства Леона Афанасьевича является почти 20-килограммовый трехмачтовый корабль «Орел», копия первого русского военного корабля, построенного еще в эпоху Ивана Грозного в 1669 году в селе Дедино для охраны торговых путей в Каспийском море. Макет «Орла» впечатляет своими размерами, да и сам корабль в бытность свою являлся очень мощным сооружением. Справляться с его управлением было под силу лишь команде из 30 человек. История этого красавца была короткой и трагичной. В том же 1669 году он был захвачен восставшими казаками Степана Разина, пушки с него были сняты, а сам корабль сгорел.
А вот образец уже петровского времени – галера. Неудачные попытки взять турецкую крепость Азов с суши вынудили Петра I задуматься о массовом строительстве кораблей. 18 июля 1696 года, 300 лет назад, благодаря активным действиям новеньких галер, подобно этой, Азов был наконец взят, и Россия получила выход в Черное море. Именно этот день, по мнению Леона Афанасьевича, и нужно было бы признать точной датой рождения российского флота. Геннадий Дмитриев родился и вырос в Сальских степях, в тех донских краях, где порой трудно различить линию горизонта, а где-то далеко-далеко степь просто сливается с небом. А потом он долго жил в Воркуте. Может быть потому, что тундра похожа на степь. Там тоже, только земля и небо, без конца и без края. И струящийся, перетекающий от неба к земле и от земли к небу свет. И не отсюда ли берет начало секрет живописи Дмитриева, даже особенности самой манеры его письма? Это его лессировка. Тонкие, прозрачные, полупрозрачные краски, наносимые на первый основной слой. Так любили работать старые мастера в 17-18 столетиях. Геннадий, скажи, пожалуйста, за что тебе, донскому казаку, полюбился север? Да не то, что север, это Воркута прежде всего. Это такие же горизонты, как в Сальской степи, такой же цвет усиленный. Ну и в те годы, когда я сюда приехал, грубо не хочется называть, но были полные штаны романтики для того, чтобы познать себя. И полюбился север не в тот момент, когда я приехал, а когда я уже начал выставляться своими картинками, пейзажами. Это уже в 1972 году. При первом десятилетней давности знакомстве с Дмитриевым меня поразило, как легко, играючи он работает. Показалось даже, за такой легкостью не может быть глубины. Потом увидела другое, покоряющая точность мазка, неожиданность композиционных и цветовых решений и полное отсутствие статичности. Весь процесс работы Дмитриева – сплошная импровизация, причем импровизация в мажорном строе. И потому многие его работы прямо-таки излучают сильный ток праздничности и чистоты. Энергетика холста всегда появляется тогда, когда над ним ежедневно работаешь. Над этим холстом, не отвлекаясь, только над этим холстом. Это энергетика холста. Это моя душа, моя вера, моя слабость и моя сила, что я умею. Окончив Ростовское художественное училище, отделение монументальной живописи, Дмитриев затем долгое время этой своей дипломной специальностью зарабатывал на жизнь. Сначала в Воркуте, расписывая фасады административных зданий и жилых домов, позднее в Сыктывкаре. Здесь, в конце 80-х, получив заказ на создание фресок для интерьера здания Государственного архива Республики, он первым из художников Коми обратился к образу Стефана Пермского. По замыслу, святой Стефан должен был стать центральным, объединяющим образом в большом иконостасном пантеоне выдающихся личностей земли Коми. К сожалению, эта большая работа не состоялась. Осталась масса этюдов, эскизов, осталась тема, которая мучает, не отпускает все эти годы. Зато другая его любимая тема – «Северной деревни» приносит много замечательных работ. Природа – великий импровизатор по своей сути,
импровизатору Дмитриеву остается лишь ждать момента, когда внутри зазвучит тот самый аккорд, и можно будет сыграть на пару. Почему-то особенно часто и хорошо удается это в старинном коме-селе Иб. Я влюбился как первый раз. Я не писал, приехал сюда, я не писал этюды, я как-то почувствовал это село. Это место очень славное. Здесь работал, да можно даже не бояться этих слов, гениальный художник Лев Николаевич Ермолин. Мне как-то нужно было подумать о том, что его палитра, там, состояние холстов, он много здесь сделал. И я наезжал где-то так, недельки 2-3, не работал, все было как бы впустую. Но задумал несколько работ, и в один прекрасный момент вот, на таком подъеме в день написал около 6 холстов, расписался. А потом вот эта любовь, она переросла вот, ну, в какое-то такое состояние души. Мне даже вот друзья упрекают, что я очень много пишу и, допустим, конкретные места, но прежде всего состояние. Вот выберь здесь, допустим, вот на месте Льва Николаевича Ермолина, где дом стоит, здесь может идти дождь. А там, где я работаю, в том доме, там солнышко. И вот я эти состояния очень, очень люблю. Что мне надо? Мне надо добра и спокойствия моей семье. Ну, естественно, в нашем городе, в нашей стране тоже. Мира, добра, согласия всех. Здоровье только. Остальное все есть. Жилье, в первую очередь. Денег побольше. Куклу Барби. В эту минуту мне нужен скорее автобус, а то я опаздываю на работу. Лично мне, например, хорошее настроение, чтобы были здоровы близкие люди, ну, друзья, чтобы рядом были, и
Ну, деньги, чтобы, естественно, тоже не мешали бы. Что человеку надо? Много что нужно. Самое главное, чтобы деньги были, до здоровья. Чтобы была любимая работа, чтобы старухи не страдали. И защита, чтобы была. В наше время, что надо. Ну, я думаю, во-первых, спокойствие, мира, в конце концов. Сколько же можно уже? Ну, а потом зарплату не дают ведь, денег нет. Куда ни повернешься, у кого не спросишь, денег нет. Пора бы уже, конечно, подумать о том, чтобы платили деньги постоянно. Что? Ну, это вообще трудный вопрос. Много надо чего. Здесь всякое может быть. Я даже затрудняюсь ответить просто. В принципе, мы о таких вопросах-то и не задумываемся никогда, что человеку надо. Живем сегодняшним днем. Главное, чтобы сегодня все нормально было. Казалось бы, такой простой вопрос. Что человеку надо? А если попытаться наедине с собой искренне ответить на него, то, быть может, многие проблемы в сущности окажутся ничтожными, а мечты вполне достижимыми. Может, стоит чаще задавать себе этот вопрос с точки зрения вечности, помня о том, что все мы гости на нашей земле. И еще, быть может, стоит пристальнее вглядываться в людей, среди которых мы живем, не отворачиваться от глаз ребенка, не отгораживаться от проблем стариков. Ведь чтобы помочь себе, нужно помочь другим. Что человеку надо? Ваш вариант ответа. Хорошей жизни, счастья, любви, искреннего отношения от близких. Для нормальной жизни я считаю, что человек должен иметь работу, зарплату. Потом, наверное, будет все остальное. Здоровье. Да и все, наверное. Тепла, добра от людей. Что еще? Больше ничего не надо. Чтобы были люди добрые между собой, помогали друг другу, жалели друг друга, прощали. Главное, чтобы мир был, говорю. Что еще надо? Жену симпатичную, много денег, машину, квартиру. Больше ничего не надо. Простите, пожалуйста, можно вам задать один вопрос? Ваш вариант ответа. Что человеку надо? Что человеку надо? Наверное, счастье. Что еще? Любви. И все, наверное. Счастье. Быть счастливым. О счастье мы лишь вспоминаем, а счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад, осенний, за сараем, или легкий воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияя облако, давно за ним слежу, наблюдаю. Мало видим, мало знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и на миг усталый взгляд я отвожу от книг. День вечереет, небо опустело, стук молотилки слышен в луне. Я вижу, слышу, счастлив, все во